Уважаемые участники форума, сейчас позвольте предоставить слово премьер-министру Азербайджанской Республики господину Наурузу Мамедову. Уважаемый Гурбангулы Меликулиевич, уважаемые коллеги и участники форума, дамы и господа, в первую очередь выражаю огромную благодарность его превосходительству президенту Туркменистана Гурбангулу Меликулиевичу за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации первого Каспийского экономического форума. Мы приветствуем инициативу президента Туркменистана о проведении первого Каспийского экономического форума, который станет новым форматом активизации сотрудничества между нашими странами. После подписания в прошлом году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря вопрос экономического развития Каспийского региона приобрел особую актуальность. Азербайджанская сторона рассчитывает, что Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в торговле, транспорте, промышленности, энергетике, инвестициях, туризме и в других областях. 12 августа стала знаменательной датой для нашего региона. Именно в этот день, в 2006 году, вступила в силу рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря. А 12 августа 2018 года на 5-м саммите глав государств прикаспийских стран была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря, определяющая общий правовой режим Каспия и соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Вчера в рамках форума открылась Каспийская выставка инновационных технологий. Я признателен организаторам за высокую организацию и проведение этой выставки, на которой представлены продукция и услуги многих компаний в сфере инноваций. Надеюсь, что проведение таких выставок будет способствовать расширению экономических взаимоотношений между бизнес-кругами наших стран и улучшению информационного контента в регионе. Также состоялись первые встречи министров экономики и транспорта, на которых обсуждались актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия в области торговли, реализации совместных инвестиционных проектов, увеличения транспортного потенциала, решения экологических проблем. Учитывая формат этих встреч, считаю, что обсуждения на уровне профильных ведомств имеют важное значение для углубления партнерства наших стран. Конечно же, непосредственные встречи между предпринимателями наших стран играют значительную роль в общем деле процветания региона. Поэтому мы всецело поддерживаем проведение таких встреч деловых кругов на фоне других высоких официальных мероприятий. Азербайджан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с прикаспийскими государствами, основанных на взаимном уважении и доверии. Каспий, который всегда играл важную роль в судьбах наших народов, благодаря своему географическому положению, сегодня превратился в динамично развивающийся регион, стал своего рода экономическим центром, где фокусируются инвестиции, международные и региональные проекты. Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, постоянно проводятся различные встречи и мероприятия. К тому же регион привлекает все больше партнеров из ближнего и дальнего зарубежья. Думаю, все мои коллеги из прикаспийских государств согласятся, что наши страны заинтересованы в сотрудничестве с новыми партнерами, так как двустороннее и многостороннее сотрудничество является важным
фактором стабильности и безопасности в регионе. Торговые связи Азербайджана с прикаспийскими странами находятся на самом высоком уровне. За первое полугодие 2019 года торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими государствами по сравнению с соответствующими показателями прошлого года увеличился на более чем 28%. За этот же период доля прикаспийских государств во внешнеторговом обороте страны составила более 11%. Я надеюсь, что организованные в рамках этого форума встречи бизнес-кругов приведут к еще большему увеличению объемов взаимной торговли. Одним из основных факторов, играющих важную роль в повышении эффективности экономики региона, является обеспечение развития международных и региональных транспортных коридоров. Эти коридоры призваны играть системообразующую роль в экономическом и социальном развитии территорий, по которым они проходят. Их создание увязывается с проектами развития отраслей экономики и социальной сферы соответствующих регионов, а совместные проекты в области транспорта, инфраструктуры и логистики расширяют экономические возможности и значимость наших государств. Исторический шелковый путь во все времена был известен как стратегический торгово-экономический коридор, соединяющий Европу и Азию. Благоприятное географическое положение наших стран, реализуемые широкомасштабные проекты, эффективное использование потенциала транзита и грузоперевозок предоставляют хорошие возможности для неуклонного увеличения объема доходов от этой сферы. Азербайджан очень активно сотрудничает в рамках реализации таких международных проектов, как Восток-Запад, Север-Юг. Повышается объем транзитных грузоперевозок. Так, по маршруту Восток-Запад за 2018 год через территорию нашей страны было перевезено транзитных грузов общим весом более 9 миллионов тонн. Особенно сильный рост наблюдался в транзите нефтяной продукции, который составил 49%. Также наблюдался скачок в объемах транзита грузов по маршруту север-юг в 8 раз. Эти цифры еще раз доказывают, что транзитные пути продолжают расширяться, торговый оборот увеличивается, что в конечном счете ведет к процветанию всего региона в целом. Новый Бакинский международный морской торговый порт занимает важное место в транспортной системе Азербайджана. После ввода его в эксплуатацию этот логистический центр стал местом пересечения автомобильных, железнодорожных и морских путей в регионе. Пропускная способность этого порта на данный момент составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров в год. Планируется увеличить эти показатели до 20 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Хочу также отметить, что Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. Создание вокруг порта свободной экономической зоны будет способствовать развитию торгово-экономического транспортного сотрудничества. Каспийское море является важным объединяющим фактором, способствующим еще большему углублению сотрудничества между нашими странами. Уверен, что Каспийский экономический форум станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономического взаимодействия, раскроет богатейший потенциал нашего региона и принесет свои ощутимые плоды во благо развития наших стран. В заключение хотел бы также поздравить всех вас, дорогие коллеги и уважаемый Гурбангул Меликулевич,
и участники вас со священным праздником Гурбан-Байрамы, являющимся символом духовного единства, солидарности и братства. И еще раз поблагодарить руководство Туркменистана за оказанный прием и гостеприимство. Благодарю за внимание. Благодарим вас, уважаемый господин Ноуруз Исмаилоглы, за ваше содержательное выступление. Как известно, Азербайджанская республика является активным участником формирования и развития современных отношений на Каспийском море. И в этом контексте особенно ценным является вклад Азербайджана в дело укрепления дружбы и добрососедства между всеми прибрежными государствами. Еще раз большое спасибо.